Часто бывает, что люди, занимавшие ответственные посты, внесшие весомый вклад в развитие той или иной отрасли, уходят из жизни, и мало кто потом о них вспоминает. Герой нашего выпуска прошел Великую Отечественную войну до победного конца, но у него не только боевые заслуги. Еще до начала войны он был в числе тех, кто поднимал народное образование в Ингушетии, вел ответственную партийную работу. Берс Бексултанович Арчаков. Даже по тем немногим сохранившимся фотографиям нашего героя чувствуется, каким он был порядочным и скромным. Арчаков Берс Бексултанович родился в 1910 году. Известно о том, что он окончил педагогический техникум, и есть аттестат от РСФСР на звание учителя начальных классов. Он получил его в 1932 году. На службу в рабоче-крестьянскую Красную армию зачислен в 1942 году с началом операции по обороне Кавказа. И дослужился до звания лейтенанта. В 1943 году он был ранен и провел в госпитале некоторое время. Среди наград у него орден Красной Звезды, медаль за оборону Кавказа, медаль за победу в войне над Германией и многие памятные награды, среди которых 20 лет победы, 30 лет победы в войне и 50-летие вооруженным силам Советского Союза. За время своей службы на Кавказе он дослужился до заместителя командира эскадрона 34-го Кавказского полка 9-й Кавказской дивизии. Во многом характеризует Берса Арчакова и тот факт, что, несмотря на возможность избежать участия в войне, он добровольно ушел на фронт. Более того, преодолел в этом серьезные препятствия, поскольку партийных работников, занимавших ответственные должности, старались удержать на местах. Отец Берса Арчакова Бексултан Иналович Ганиев. Значит, они Тейп Ганиевых, значит, из Тейпа Арчаковых. Перед войной он носил фамилию Ганиев. Во время войны, значит, когда он уже призвался в армию, там он поменял фамилию на Арчакова. И с тех пор, значит, Арчаков. И все его потомки, дети и внуки сейчас носят фамилию Арчаковой. А все братья и сестры его Ганиевой. Мне он доводился дядей. Во всем, примерно будучи мальчиком, я старался подражать ему. Почему? Потому что был очень честный, грамотный, кристально чистый был. Я был ребенком, его невеста мне на руки взяла. Все равно он со мной разговаривал как со взрослым. На этой, наверное, знакомой многим нашим зрителям фотографии Берс Арчаков скромно стоит в последнем ряду. Так же, как и многие представители национальной интеллигенции того времени, наш герой окончил Ингушский педагогический техникум во Владикавказе. Берси судая шинве var. Det avya de hona devech kongish barış. Öz Taurçxana gimnaziya qavar buru deşveya. Sigir de hon dukna belgıştı qalır galaşki xanı mujiyechir. Он в 1932 году закончил Орджоникидзевские педучилища. Потом он работал по специальности. Он работал сначала учителем в Галашкинском районе, в этом же селе. Потом он работал директором музической школы, средней школы. Техникум Галашкинский район Альмаханиве, Цигич Бог Бабцу Галашки, райком партии. Сын Шучохулуч var Галашкер Зейтов Алаудинаш. Шучи барыш, там Бог Бабцарцик. Цигар yok армии бахабы. Ер варваны жехану игрхах и берс. Вот цигич квас бабыч ваши. Та az Алаудин Бресте крепости Аживе. Вот цигиш мешки хан до сегодняшнего без вести выз. Берс Арчаков по воле судьбы не раз вставал перед серьезным выбором. Судьба подвергала его тяжелым испытаниям. Но наш герой всегда оставался верен понятиям чести и долга. Галашкинским секретарем райком партии я, говорит, тогда работал. И откуда ни возьмись, появилась одна женщина престарелого возраста, попросила убежище.
А так как ее устраивать было некуда, он говорит, я ей сказал, у меня есть 2 комнаты, живи. Она стала, говорит, жить. В один вечер я прихожу, говорит, с работы, она говорит, Боря, у нас были гости, они обещали прийти, 7 человек, СС, форма и 1 переводчик. Я задумался, говорит, как, может, не прошло, говорит, 10 минут. Она говорит, они пришли, ну пусть заходят. Зашли, я встал, их усадил всех, и разговор, говорит, пошел. Переводчик переводит, они говорят, что завтра в час дня доблестные войска фюрера будут здесь. Вам обещана работа, вы будете работать. Единственное, что надо сделать, это подписать документ. Я, говорит, глянул на них и сказал, передайте этим молодчикам, если бы не этика моего народа и не презрение моего народа, под крышей своего дома отца-убийцу отпускают, не убивают его. Я бы ни один из вас живым отсюда не отпустил. И даю вам слово, если я вас завтра увижу, вы будете расстреляны здесь. Никакой документ я подписывать не буду и на фюрера работать не буду. Разговор между нами закончен, можете уходить. Эти 7 человек в форме СС. Первым пошли переводчик, говорит, серая шляпа, серый макинтош, 8-м пошел. Он этот оглянулся и говорит, зря вы это сделали. Это было, когда они уже Кавказ захватывали. Берс, он тогда работал первым секретарем райком партии Галашинского района. Как уже было сказано, Берс Арчаков ушел на фронт добровольцем и очень долго и упорно этого добивался. Он рассказывал родным, с каким трудом ему удалось получить разрешение. Это еще более удивительно от того, что человек добивался не каких-либо благ, а желал внести вклад в защиту Родины. Когда война началась, он был уже 2-м секретарем, тогда называлась она ВКБ большевиков, район, нынешний он район. Его двоюродной брат был по матери, Зейтов Алаудин. Они вместе, он был 1-м секретарем Алаудина, а он был 2-м секретарем. У них были брони, их в армию не призывали, но когда враг рвался на Кавказ, они как патриот своей родины добровольно ушли на фронт. Мы разговорились, как он попал на войну. Говорит, 2 я посещал Орджоникидзе. Просился на фронт добровольно. Мне отказывали. Говорили, что бронь наложена. Как секретарю райком партии. И я задумался, житья здесь не будет. Напишу-ка я Сталину. И я написал, говорит, письмо Сталину. 17-летняя девочка может сегодня находиться на том посту, где я нахожусь, а я зрелый парень, говоря о том, что на мне наложили бронь, когда Родина в опасности, я здесь сижу. Товарищ Сталин, прошу направить на передовую. И он показал мне газету, тогда у них газета была. Я точно не помню, но московская газета, Сталин опечатал статью под заглавием «Арчаков, мой сердце». На мое письмо он откликнулся, значит, в штаб в Орджоникидзе было направлено от него также разрешение об освобождении с должности
секретаря райком партии и направление на фронт. И ко мне пришло, говорит, такое же письмо. Так он попал на войну. Боевой путь Берса Арчакова был сложным. Наш герой, как говорилось выше, воевал до самого окончания войны. По его рассказу, я его хорошо помню, он в 1972 году, я как раз в 10 классе учился, когда он скончался. Он рассказывал, сначала он защищал Кавказ. И на Кавказском направлении он получил орден боевой Красной Звезды. Первый орден у него был. Второй он получил в Таганрогском направлении, второй орден он получил. 3 ордена у него всего было за победу над Германией. Потом он был контуженный, он освобождал Кавказ, потом освобождал Волгоград. Войну он достал Венгрии, Румынию он освобождал. Je beste hadutcha хадауство ранит вя цигич госпитале цигеле хая каюх туава на арвант он беж Венгрии. За катчики деценти Венгрии охраны yoji элитные войска в Оливии. Царская разведка цигер даху что он беж табаха. То ли Польшу он говорил после взятия. Был отдан приказ об отстранении чеченцев и ингушей от передовой. Это где-то в конце 1943 года, так он говорил. И командующий фронтом, он у них числился как доброволец Сталина. Они боялись, что этот человек донесет Сталину, и Сталин за него отомстит всем. В досье он был доброволец Сталина. И когда этот указ зачитали, я, говорит, глубоко задумался, не понимая, о чем я думаю. И мне на ум пришло, говорит, сказать, когда сказали, вопросы есть, я сказал, говорит, у меня есть вопросы. Арчаков, говорите. Командующий фронтом со мной здоровался, он говорил. Не из-за того, что я какой-то там, а из-за того, что доброволец Сталина. Я спросил, говорит, у командующего фронтом, это приказ или по усмотрению? Товарищ Арчаков, для кого приказ, а для вас на ваше усмотрение? И я ему ответил, пока один солдат на поле брани, я поле брани не покину. Там конфетами не кормили. Мы знаем, там как кормить. Передать этого человека полностью нельзя. Берс, несмотря на то, что ему пришлось пройти через самое пекло войны, сохранил безграничную доброту и чувство сострадания к людям. Он никогда не делил людей на своих и чужих. Для нашего героя каждый человек был важен и достоин уважения. Он был членом партии, несмотря на все это, он говорил, все люди созданы Аллахом. Все люди созданы Аллахом. Нельзя упрекать одного, а другого возвышать. Каждый за свои поступки, он говорил, должен отвечать на том свете. И пусть, говорит, каждый, если он здесь был мужчиной, творил здесь то, что не положено, не угодно Аллаху, пусть там отвечает, он говорит. Он был глубоко верующим. При взятии Берлина в Германию, когда мы вошли, то мы попали в один дом, говорит. Там старуха, престарелая старуха, больная лежала в постели. И 2 молодые девушки ее присматривали, эту старуху.
Она по-немецки что-то сказала, говорит, я сказал, я не знаю. Немецкий язык я не знаю. Тогда переводчик мне говорит, со мной, говорит, переводчик был по-немецки. Она спрашивает, подойди. Я подошел, наклонись. Он наклонился, она снимает с него фуражку военную и щупает. Что она делает, я спрашиваю у этих женщин. Она ищет рога. Немцы, уходя, говорили, русские идут с рогами. Тогда я, говорю, засмеялся. Вы испуганы, никто вас не тронет, присматривайте за бабушкой. Я ушел оттуда. И другой эпизод, 9 мая 1945 года, я, говорит, правда, не в должности, а просто туда попал, говорит, в это подвальное помещение, где Жуков сидел, принимал капитуляцию. Высокого роста, рыжеватый немец. Плащ-накидки. У нас таких плащ-накидок, он говорил, не было тогда. Имея при себе одного охранника, быстрым шагом прошел в ту дальнюю сторону коридора, где эти люди сидели, наши военные. Ему зачитали о безоговорочном капитуляции Германии. Он ни здравствуй не сказал, ни привет, ни до свидания. Взял ручку, подписал этот документ, развернулся, ручку положил и со своим охранником ушел. Так была подписана капитуляция. Приехав после войны к родным в Казахстан, Берс Арчаков смог устроиться на работу. После возвращения в Ингушетию проработал до самого ухода на пенсию на различных должностях. Состоял в партии. В 1945 году, в сентябре, он уже демобилизовался. Тогда мы находились в высылке, он в Казахстане. Там он тоже на должности работал, был грамотный человек. Старшим лейтенантом он демобилизовался. А потом, когда мы вернулись на Казахстан, он работал в райком партии инструктором. Тогда, конечно, около Волчхана, Узбекиге, на зране райком партии, Белгилдерцу. Спустя говоря, ди Белгиш, там 10 согласен, лакер, Белгиш, 10 согласен. Оз Бог бърцу вижда, кят се горс, ще лако еван, дядо, нист съди, здолуш, кят се горч ох. Дик се гор, а нахади, мола халкетер халчи, гехтер чоади, цен успокоит деж, хос хакалду, сабри, хан, камяла, мамала, ще се гор берс. Сабри се горч ох. Сехвани, ецахакае, цуама хамал цурцу. Суалжду ам шортиги эле бек эхти тахарт алел сагир бейдат суалжал чиште чохот амалел сагварис дал сабр дичо дани дики. Как и все истинные герои, Берс Арчаков не любил рассказывать ни о войне, ни тем более о своих боевых заслугах. Он избегал этой темы. Лишь после долгих уговоров мог что-то рассказать. С ним еще был однопольчан Аушев Ибрагим. Вот, с этого села он был. Вот они друг друга хвалили, а сами себя никогда не хвалили. Вот. Не любил он хвалить, что он я здесь так сделал. Такого человека он был такой. Цуна хам дуцицко, чоа дуцицерцу, сам то том бери метте герие дичун дуцерцу, но циханамаш адуцерцу. Война, он говорил, горящий котел. Горящий котел. Здесь нет огня, через минуту здесь огонь горит, как котлом. И нет спасения, он говорил. Если было бы спасение, это еще ничего. Много людей. Гибло очень много. Солдат гибло. Личность Берса Арчакова заслуживает особого внимания. О таких людях нельзя забывать, нужно больше знать и рассказывать подрастающему поколению. Я примерно всю свою жизнь
по нем равнялся и никак не смог. Я хотел быть хотя бы частично, хоть 1% быть похожим на него. Сильный человек был. Этот человек, его нельзя было оставлять так. Из-за того, что он не хочет славы, и я так думаю про себя, это мое мнение, он остался за бортом. И только сегодняшний день напоминает его о нем. Его афишировать нужно было живым. По нем нужно было равняться. Видимо, Аллаху угодно было это так.